Неужели может случиться то, чего так хотел Рахмон, и у нас наконец-то наступит мир? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. На прошлой неделе лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд вместе с бывшим вице-президентом Афганистана Амрулло Салехом с официальной делегацией посетил Москву. Аналитики высказали мнение по итогам визита. В Госдуме Масуд провел встречу с председателем партии «Справедливая Россия за правду» Сергеем Мироновым, в ходе которой была обсуждена политическая ситуация в Афганистане и возможные способы ее урегулирования. Миронов сказал, что Афганистан ни в коем случае не должен стать ареной каких-либо геополитических устремлений третьих стран, и сам народ страны должен определять свое будущее. По словам Ахмада Масуда, за время правления Талибана политическая ситуация только ухудшалась. В стране процветают террористические организации и наркоторговля, ущемляются права населения. Сергей Миронов выразил официальному гостю поддержку от лица своей партии и сообщил о намерении этой осенью провести в Госдуме круглый стол с участием Ахмада Масуда. Он будет посвящен проблемам Афганистана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разъяснении по поводу визита Масуда заявила, что хотя Россия поддерживает отношения с нынешними правителями Афганистана, без официального признания правительства Талибана, в то же время призывает нынешних правителей Кабула и представителей этнических меньшинств этой раздираемой войной страны на диалог с целью создания действительно инклюзивного правительства. Аналитики пишут, что визит Масуда в Россию вызвал возмущение представителей правительства Талибана. Эксперт по вопросам Афганистана Андрей Сиренко, ссылаясь на свои источники, в своем телеграм-канале написал, что они, имеется в виду руководство Талибана, до сих пор в шоке и ярости от этой новости. Лидеры талибов явно не ожидали такого хода со стороны Москвы. Источники предполагают, что талибы станут задавать очень неприятные вопросы спецпредставителю РФ по Афганистану Замиру Кабулову, который, по слухам, обещал им совсем иное отношение со стороны Кремля. Теперь под вопросом участия представителей Талибана в заседании московского формата по афганскому урегулированию, которое должно пройти в Казани 29 сентября, сказал один из источников Сиренко. Со слов одного из афганских политиков, который проживает за границей, он назвал визит Масуда в Москву пощечиной талибам и отметил, что талибы могут теперь создать проблемы в деятельности посольства России в Кабуле. Однако ни один представитель Талибана пока официально не высказал своего мнения по поводу визита Масуда в Москву. В издании «Независимая газета» Андрей Сиренко написал, что принятие Масуда в Госдуме и его встречи с российскими политиками можно назвать процессом официального признания Москвой Фронта национального сопротивления. Этот аналитик пишет, что в Кремле поняли, что сотрудничество с Фронтом национального сопротивления Афганистана и Фронтом освобождения Афганистана важно для обеспечения безопасности в Таджикистане, где есть военная база России. Поэтому с политической и военной поддержкой этих двух фронтов Москва может оказать давление на Талибан. С другой стороны, экономическая зависимость Талибана от Америки заставила Москву пересмотреть свою политику в отношении этой группировки, добавил Сиренко. Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в интервью по этому поводу сказал, что визит совершен для того, чтобы получить ресурсы, повысить свои ставки, показать, что он есть, и для того, чтобы Москва показала, что она в игре. Игра Москвы и Центральной Азии в Афганистане после вторжения в Украину стала менее эффективной и более скромной. Однако россияне стараются показать, что они еще участники процесса, могут что-то модерировать или давать символический капитал. Этот визит прежде всего символический капитал для Масуда, для сына Ахмад-Шаха Масуда, и одновременно показатель того, что талибы как таковые для них больше не являются важными партнерами, считает Данилов. Напомним, что Ахмад Масуд, сын национального героя Афганистана Ахмад-Шаха Масуда, в середине августа 2021 года, после того, как талибы захватили власть в Кабуле, отправился в Паншер, родину своих предков, и учредил Национальный фронт сопротивления Афганистана. Силы, которые не признали радикальное правление Талибана, объединились вокруг этого фронта. В конце октября фронт открыл свое представительство в США, чтобы убедить американских политиков поддержать оппозицию нынешнего правительства Афганистана. При этом сообщалось об открытии офиса фронта в Душанбе, однако представители оппозиционных сил опровергли эту информацию. Последние 2 года Ахмад Масуд пытается создать альянс среди антиталибских лидеров. И как вы думаете, у них это получится? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.